В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 1 октября. Открытие дня. Рамзан Кадыров принял участие в открытии улицы Шарипова и моста через реку Сунжа. Новый духовный центр. Всех их объединяет одно – стремление к познаниям Священного Писания. Фонд Кадырова ввел в строй крупное медресе в поселке Элиханово. В Чеченских горах. Профессию учителя невозможно переоценить, ведь знания, которые они передают из поколения в поколение, это основа будущего страны. Как псковский учитель английского нашла свое призвание в республике. Улица Асланбека Шарипова, мост через реку Сунжа и путепровод над железной дорогой. Рамзан Кадыров принял участие в церемонии открытия сразу 3 реконструированных объектов. В своем выступлении глава акцентировал внимание на стратегическую роль инфраструктуры, которая является ключевой транспортной осью, соединяющей южный въезд в столицу с ее центром. О том, как изменилось все после обновления, репортаж Рабят Гайтиевой. В рамках национальных проектов и региональных программ в Чеченской Республике ежегодно реконструируются десятки километров дорог. Очередное открытие прошло в столице субъекта, где в эксплуатацию сдали сразу несколько масштабных инфраструктурных объектов. Приуроченные к празднованию Дня города после реконструкции были сданы улица Асланбека Шарипова, новый мост через реку Сунжа и современный путепровод протяженностью 600 метров. На мероприятии прибыл глава субъекта и его соратники. Подробностями проекта поделился мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить завершение целого ряда масштабных инфраструктурных проектов, которые призваны сделать наш город еще более современным, комфортным и безопасным для жизни. Открытие приурочено году Грозного и нового района имени Владимира Путина. Первый из обновленных объектов – это проспект Кунталаджи-Кишиева протяженностью 3,2 километра. Строительство этого участка было полностью профинансировано региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, на сумму 440 миллионов рублей. Особую гордость вызывает масштабное строительство надземного железнодорожного путепровода длиной 600 метров по улице Шарипова. На его возведение фонд выделил 1,2 миллиарда рублей. В целях расширения улицы Шарипова и строительства путепровода необходимо было выкупить и снести около 100 частных домовладений горожан, для чего фондом также были произведены затраты на сумме более 800 миллионов рублей. Кроме того, за счет фонда модернизирована улица Узоева, а также проспекты Владимира Путина и Кадырова. На эти работы были направлены 560 миллионов рублей, что позволило не только улучшить дорожное покрытие, но и значительно преобразить облик центральных улиц города. Также проведена реконструкция улицы Асланбека Шарипова протяженностью 2,7 километра и нового моста через реку Сунжу длиной 73 метра. На их строительство в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было выделено около 2 миллиардов рублей. Хочу выразить глубокую благодарность региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да примет Аллах его шахаду, который под руководством Аймани Несиевны Кадырова и при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича продолжает реализовать наследие первого президента. Путь, проложенный Ахмат Хаджи, это не только страница истории, а живая дорога, по которой сегодня движется наша республика. Его выбор определил судьбу целых поколений. Он завещал не только мир, но и сам принцип: из руин можно возвести не просто город, а достойное будущее. Именно его наследие, воплощаемое в жизнь, служит прочным фундаментом для современных преобразований. Строительные работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В своем обращении к собравшимся глава республики подчеркнул стратегическое значение этих объектов для всей столицы. Грозный район имени Путина объект, один из важных объектов.
не только улицы и центральные дороги, но еще за это время 85 секторов, 4500 дворов, Тайн, Керчин, Дахватина, и субботник, что Дахайхан Сумусу, Амадажинир, Ахавиш, Болтам, Сабреху, Дерезуана, Хуячи, из Атдалушим Дас, от Дешумадаци, Вейдон, Хокадон, Вейблахболич, Дака, Иливейдон, Новый район, Есуч, Гейч, Вейлулаш, Болтам, Хазрид, Дешметн, комментарии, Суртилахду, Реакциям бос, Бардас, Харгруп, Грозный Сити, Юличи, да, Вейвлявус, Тархабуаваш, Хакатлан, Якнирвей, Дадус, Укрувелитивен, Бош, да, Вейдон, в первую очередь, он не активишь, وأعمل على الأولور شدرت جيتش نون طعنا ويدون دبر فون يا كنت بعد رزق جديد بودس هنس سون دون جال ليري سوالا خصمان بدين خصمان دون شين درات سويدون يوق أبزات رجال إيش دون عيساس تواجه دون دقة لو على دنيا شوكش دون. Рамзан Кадыров отметил, что новые дороги и объекты инфраструктуры – это общее достояние, и призвал жителей бережно относиться к ним, поддерживать чистоту и порядок, чтобы результат масштабной работы служил людям долгие годы. И когда я институт легердес вакинешон шибош мит берен бинго каче свой как годас айо беран соле я докце доба вижон легерсалж да имать жабры да вен эден что дихар что хочет вен атубен амрашон когда аз вобер ардон 25 чалдон финеси изачон амрашон Happiness, that's all covered. People хазр عادي يعني. صبوش يلا كمان دابو ناوش جيت ندون تاينا شو زودون يوني خيتا خوش شو كل صبوت نكشون بولم على صنيع شعر عقيتنا هنز نوي ستايدس نايش دون يشدون يبقي على شو نوي ريوان بوجدون первый этап завершен, в последующем второй, третий этап ходю. И что Особое внимание уделили улице Шарипова. Дорога расширена до 6 полос, что позволит значительно снизить нагрузку на движение и обеспечить комфортный подъезд к социально значимым объектам. Символичный знак об открытии дороги перевернул Рамзан Кадыров вместе со своими соратниками. Многоуважаемый Рамзан Ахматович, просим вас нажать на специальный знак «Старт» и запустить движение по обновленной улице имени Асламбека Шарипова. После торжественной части глава республики пообщался с федеральными журналистами и поделился тем, что мотивирует его продолжать работу и какой подарок он любит получать на свой праздник. Что мотивирует вас продолжать строить и развивать Грозный? Мотивирует всегда меня, завет я каждое его слово, каждое его выступление, мы должны реализовать, довести до логического конца. Поэтому многое, которое мы делаем, работы, восстановление нового строительства, мы, команда Ахмад-Хаджи, исходя из той ситуации, как он хотел восстановить республику, как он хотел видеть новое строящее Грозный, мы выполняем заветы Ахмад-Хаджи. Можно было представить вообще, что Грозный такой станет? Вы тогда представляли, что он может стать? Да, я всегда верил, никогда не сомневался. Если у тебя сомнения, то у тебя ничего не получается. У меня абсолютно не было сомнений, что мы это сделаем, потому что у нас хорошая команда Ахмад-Хаджи. Рамзан Ахматович, у вас день рождения, как вы будете отмечать его? И вы любите дарить подарки, а сами любите получать? На самом деле, я в прошлом году тоже не праздновал, все собираются там. Мы празднуем этот день, как день учителя, день молодежи, день города Грозного, столько праздников мы отмечаем. И поэтому я всегда говорю, чтобы
Меня не строгали, только праздновали День учителя, День молодежи. Вот, поэтому, когда ты стареешь, вообще не хочется, вообще не хочется, отмечать и говорить, столько времени я проживу, я не думал, и всегда я думал, что не дотяну 30 лет, а сейчас 49, это очень много. В кругу семьи будете праздновать? Да, у меня традиция, семейный праздник делаем, как день рождения, сына и дочерей, жены, мы празднуем в кругу семьи, и это бывает самое лучшее. Самое ценное, что вы получали на день рождения? Для меня самое ценное, человек, который от души говорит новые слова, а так у меня все есть, пора Аллаху, подарков принимать я не люблю, потому что я один раз все подарки, которые мне подарили, я их продал и раздал малоимущим деньги. Поэтому я больше, мне нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает сюда в Грозный, сестры собираются, племянники, это есть счастье для меня. Одновременно с реконструкцией дороги был возведен путепровод протяженностью 600 метров, который разведет автомобильные и железнодорожные потоки. Это позволит разгрузить магистраль и повысить пропускную способность. Для удобства горожан вдоль улицы оборудованы современные остановочные павильоны, а тротуары выложены новой гранитной плиткой с удобными пешеходными переходами и освещением. Кроме того, озеленение стало важной частью обновления, придав улице ухоженный вид. Длина нового моста составляет 73 метра. Он является ключевым элементом масштабной реконструкции улицы Асламбека Шарипова, одной из важнейших транспортных артерий города. Его открытие позволило значительно разгрузить дорожный трафик в этом районе и улучшить транспортную связанность столицы республики, что повышает комфорт для десятков тысяч жителей. В тот же день в столице открыли еще один значимый объект – проспект Кунта Хаджи Кишиева. Реконструкция объекта протяженностью более 3 километров была полностью профинансирована региональным общественным фондом имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Дорогу расширили до 6 полос, а по всей магистрали установили новые опоры уличного освещения и современные светофоры. А для любителей велоезды проложили более 3 километров велосипедной дорожки. Эти изменения значительно улучшат транспортную инфраструктуру и сделают передвижение по столице комфортнее. Рабиат Гайтиева, Ислам Насуров, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Из международного аэропорта Грозный в зону СВО вылетел очередной спецборд с добровольцами. На протяжении 2 недель под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа они проходили интенсивный курс боевой и медицинской подготовки. В их числе представители самых разных регионов страны. В путь проводили представители республиканской власти. Самое главное – живыми, здоровыми, чтобы вы вернулись, выполнив поставленную задачу Верховным главнокомандующим нашей армии и главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Бойцы, мы вам желаем удачи. Слушайте своих командиров, наставления их. Это залог успеха на поле боя. Мы все прекрасно знаем, с кем мы воюем и с чем мы воюем. Знаем мы это? За нами правда. Удачи вам всем. Бойцы обеспечены современной экипировкой и оружием. По прибытии они пополнят ряды легендарного спецназа «Ахмат». Среди них есть как опытные, так и новобранцы. По словам самих добровольцев, чувство долга и ответственность за Родину стали главными мотивами их решения. Считаю, что каждый мужчина должен защитить свой дом, своих родных, женщин, детей. Я непосредственно проживаю в Белгородской области и, видя тот беспредел, который творят враги ежедневно,
обстреливают город ракетами, беспилотниками, не мог оставаться в стороне. Поэтому считаю своим долгом обязательно принять участие в специальной военной операции и отдать долг своей родине. «Читай во имя Твоего Господа, который сотворил все сущее». Так началось откровение. Эти слова сегодня звучат так же живо, как и в ту ночь предопределения в пещере Хира, в голосах чеченских муталимов в новом медресе в поселке Элиханово. На церемонии открытия Салах Хаджи Межиев поблагодарил за такой подарок региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О тех, кто изучает Слово Творца, репортаж Турпалали Тайсумова. Этот подарок для жителей поселка Элиханово, города Грозного, по традиции сделал общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Медресе имеет около 300 посадочных мест. Оно оснащено всем необходимым. На открытие приехали почетные гости. В приветственном слове муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев напомнил, что религиозные объекты открывают двери с большой регулярностью. نيس ليل دوش داخل قوش نيسا شاور داخل قوش تنيس ما عندوش قاشو مديزر إز خلقي كيش ناقي داقاش در إذا ويت إحيا لروش بالنخ لروش سيقت مع لروش بيتنا لروش تحيا ديقل غير قولشا بوق بولبو سندرا أحمد حج دال غازو القابل ديل سنا شا وق علم سكخل رفترة جهل الدعيوقش علم درجدش أصيبنا بقدر شتولدوش دقيقوش شين قوندها خلق قولا دينا هنس واي نقشول شولش أخسر لوني أو ديقر لوني خشنوي بعدو هر هما هر نعمت ويلر ديشتو الحمد لله دق بعديز واي باتش رمضان أجدال عال شوي لزا واي مخناد أيمان عجيه ديل رئيس خيلسان دال ديكنس بيقام بويل تخونا قزع مجدك ديزر تخون قزع حجر يزر ألا ودي آخر دنيا شول متك تحمتك دوختو خوش مصو متح مجدك دي نوين داش لاتش دو حجر شنوين يش لاتش يو. Помощник главы Чеченской Республики Адам Джавтаханов рассказал, что данная медресе носит имя Бекхана Усманова, уроженца села Ахмат-Юрт и уважаемого человека. Этот подарок для местной молодежи очень полезен, а руководство субъекта помогает создавать такие учреждения везде, где их не хватает. تنقل حدا البركة دعوة دلاش دي نقدر شوالو ومهك ده سلط إحا ومهك ده دوزن لا حلق شاكي بولش نحا ومهك حا شديجر شديجر مثل هاي يسا دوقو ماشك شيشة حجر شيشة دوقا بوصل من حشت ونشخوت شيشة إشتا بول بيسبو وزي سيلا ونشدالا وغير حالا ومهك داس سنان أيماني وميكنانيو ميلديشتول سندوزل ميلديشتول دا أوبل دويل دا شيري ودويل دا ديكنس بيقام بويلا يبيقانا بنواريش دا الله دوتو جيم وش نحلقو يشو حا إيمان شو وش بيزدي وش ديكنت وش حلقو يشو دا لا حا شيدال تيوحي والخان إقاش شيقيد عزام تسهل لنا ديل عجليسا ديل يوزنو إيقانتا دا ديل الويلا. Прочитав дуа, гости дали старт работе медресе. Они осмотрели комнаты для занятий и пожелали всем учащимся прекрасных результатов. Здесь комфортно не только учиться, но и молиться, а перед этим совершать омовение. Для проживания метик шокочак я чентруиташьтя. Ишмас условия шо шин объект хер. Юрта хазниясан йоққылшу хазниясан чотигарига йоққылар терба хамдошчик лақа центра аю иста хозисти агор хума яцар чунаишт дагдина ишт обращение на дел аятен сан халяла чакали хер. С детьми будут заниматься опытные педагоги. Они обучат их каждому шагу, необходимому для чтения Корана, а желание у ребят огромное. Здесь есть раздельные классы для мальчиков и девочек, но всех их объединяет одно – стремление к познаниям Священного Писания и тем самым углубленному изучению религии ислам.
Теперь задача детей – это усердно учиться и пополнять багаж религиозных знаний. Условия созданы, необходима лишь полная самоотдача. Торпа, Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На юге сектора Газа продолжается масштабная благотворительная акция. Беспрецедентная программа поддержки реализуется под непосредственным кураторством секретаря Совета Безопасности Адама Кадырова. В рамках гуманитарной миссии жителям раздают продукты и питание первой необходимости, которых остро не хватает. Организацию и доставку помощи обеспечивает команда Айна Аль-Хаят. Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Во имя Аллаха Милостивого, Милующего, мир и благословение наилучшему из посланников. Сегодня, во вторник, 30 сентября 2025 года, Всевышний Аллах сказал: «И из воды мы создали всякую живую вещь» – Коран. А посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Кто напоит мусульманина в жажде, того Аллах напоит из запечатанного питья рая». Во исполнении этих слов наши братья из команды Айн Аль-Хаят смогли организовать раздачу питьевой воды переселенцам на юге сектора Газа. Эта работа осуществлена в качестве благородного дара от чеченского народа палестинскому народу. Мы молим Всевышнего воздать им наилучшие награды и выражаем глубокую благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, за их огромные благие усилия в поддержку наших братьев на юге Газы. Мы надеемся, что они всегда будут протягивать руку помощи своим обездоленным братьям здесь, в южной части сектора Газа. Поездка, задуманная как обычный туристический визит в Чеченскую Республику, обернулась судьбоносным решением для Алены Косенко. Впечатления от региона оказались настолько сильными, что она приняла решение остаться. Сегодня Алена – ценный педагогический кадр. Она преподает в высокогорных школах сразу 3 предмета – английский, русский язык и литературу. Репортаж Медины Мударовой. Мы с вами собрались, чтобы обсудить очень важное событие, которое будет в нашей стране. Как вы думаете, это какое? День учителя. Верно. Алена Косенко приехала в Чеченскую Республику в 2020 году в качестве туриста. И так полюбила местную атмосферу, что решила остаться и посвятить себя работе. Участница федерального проекта «Земский учитель». Выпускница Псковского государственного педагогического института. С 2020 года работает учителем английского языка в Ушкалойской школе и параллельно преподает русский язык и литературу. Признается, коллектив приятный, а ученики интересные. Я приехала 8 лет назад, конечно. Разница в менталитете, разница культур, она ощущалась. Для меня все было это ново. Я переживала, смогу ли я адаптироваться, но мне это удалось. Получаю огромное удовольствие от своей работы. Мне нравится преподавать, мне нравится раскрывать в детях потенциал, когда они развиваются, и наблюдать за этим, за их развитием. Во время ее занятий дети смело тянут руку и идут к доске. Показать знания хочет каждый. Ребята отзываются об Алене крайне тепло. Учитель Алена Олеговна, она преподает нам английский язык, музыку и изобразительное искусство. Мы очень сильно ее любим за ее доброту, за ее понимание. В какой бы ситуации ты бы ни находился, она может тебя понять и помочь. А еще мы ее любим за то, что она умеет очень интересно и понятно донести до тебя тему урока. Даже если ты не понял, она может тебе после урока объяснить эту тему, и очень может проявиться интерес в том изучении языков. Допустим, у меня появился интерес к изучению английского и испанского языка. К слову, Алена не единственный педагог, который трудится по программе «Земский учитель». Муниципальные и региональные власти создают для новых специалистов все условия для комфортного проживания и работы, обеспечивают жилье, поддержку в оформлении и доступ к повышению квалификации. С момента, как только был дан старт федеральному проекту, наш муниципалитет участвует в данном проекте. У нас есть педагоги, которые уже отработали свой срок, и, соответственно, с 2020 года у нас практически каждый год прибывают новые учителя в рамках данного проекта, как это высокогорная местность. Здесь так или иначе ощущается дефицит педагогических кадров, и в этой связи переоценить значимость этой программы для нас практически невозможно. Это очень большой плюс, очень хорошее начало для нас, собственно. С
сфера образования остается в числе приоритетных направлений в регионе. История Алены Олеговны – еще один пример того, что может сделать любовь к своей работе. Для многих учеников ее уроки стали не только источником знаний, но и вдохновением. Профессию учителя невозможно переоценить, ведь знания, которые они передают из поколения в поколение – это основа будущего страны. Медина Мударова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Центр воздушной подготовки «Гудская» в Гудермесе станет площадкой для двух масштабных событий. Международные соревнования по точности приземления и финал Кубка России по купольному пилотированию. Свои навыки продемонстрируют более 100 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. О том, как встретили атлетов, расскажет мой коллега. Более 100 профессиональных спортсменов прибывают из Беларуси и Казахстана и регионов России в Грозный для участия в международных соревнованиях по парашютному спорту и в финале Кубка России по купольному пилотированию. Соревнования обещают стать настоящим зрелищем, полным адреналина и захватывающих моментов, где каждый прыжок будет оцениваться по высоким стандартам. Событие приурочено к 73-летию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и финалу Кубка России, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пройдут соревнования в Центре парашютной подготовки «Гудскай» при Российском университете спецназа. Ребята много рассказывали об организации прыжков, о том, как все здесь очень круто происходит на высоком уровне. Каждый год все возвращаются с хорошими впечатлениями, поэтому я была очень рада, когда мне сказали, что я сюда поеду, и надеюсь хорошо отпрыгать. Оба соревнования, ставшие традиционными для Чеченской Республики, соберут элиту парашютного спорта, мастеров международного класса, чемпионов и призеров мировых первенств. Со слов участников состязаний, они ожидают сильную конкуренцию, яркие эмоции и массу зрелищных выступлений. У вас здесь очень классная организация, очень такая прям четкая. Очень все дружелюбно, всегда приятно было приезжать. Это уже мой 3-й приезд сюда, и у меня всегда остаются самые лучшие впечатления. У нас достаточно сильная команда приехала сейчас, но и мы знаем, что здесь будет соответствующая команда тоже достаточно сильная и будет сильная конкуренция. По прибытию на базу они сразу же принимаются за тренировки и практические занятия, чтобы как следует подготовиться к предстоящему событию. Оценивают выступления парашютистов с помощью электронной системы, измеряющей скорость и дальность прыжков, фото и видеофиксация. Я скажу, что здесь соревнования всегда проходили на высшем уровне, и это даже доказывает то, что СВУП-зона – это спорт-объект, который необходим для пилотов, которые пилотируют парашюты, был переделан, то есть его выполнили полностью модификацию. И я считаю, сейчас эта субзона, она одна из лучших в России. Плюс подход вообще организаторов, я считаю, что очень высокий. И с каждым годом он только прибавляет. Соревнования, которые проводятся здесь ежегодно, я считаю, что это одни из самых титульных соревнований. То есть их на самом деле там 3-4 соревнования вот такого уровня проводятся. Но Чеченская Республика доказала, что они на очень высоком уровне могут это проводить. Мероприятие будет проходить в течение 5 дней, до 7 октября включительно. Далее состоится церемония награждения и торжественное закрытие. Магомед Азиев, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.